то и озвучивать эти песни будут очень особенные инструменты. Вы услышите потрясающе красивый, невероятный тембр кларнета, а поддержит его кристальное звучание рояля. Первый композитор, на чье творчество мы обратим свой слух и взор, будет Иоганнес Брамс. Он широко известен публике благодаря своим симфоническим сочинениям и венгерским танцам. Но одним из любимых жанров самого Брамса были песни. В них он рассказывал о любви, женщинах и о своих сложных и противоречивых чувствах. При всем величии симфонических партитур именно песни – это основополагающий брамсовский жанр. Композитор писал песни всю свою жизнь. Первое такое сочинение он написал, будучи 20-летним молодым человеком, а последнее закончил всего за несколько месяцев до смерти. Песни – тот обширный музыкальный пласт в жизни Иоганнеса Брамса, сквозь который мы можем подглядеть не за Брамсом-композитором, а за Брамсом-человеком со всеми сложными чувствами, которые испытывает каждый из нас. Сегодня мы сосредоточимся на тех песнях Брамса, которые наиболее ярко и контрастно изображают всю палитру человеческих эмоций. Вы услышите мотивы любви и томления, задумчивости, сомнений, восхищения на грани с катарсисом и философской отстраненности. Брамс говорил, что по расстановке пауз можно отличить истинного мастера вокальной лирики от дилетанта. Без сомнений, таким мастером являлся сам композитор. Его манера произнесения мелодии отчетлива, а паузы красноречивы и весьма весомы. Вы услышите музыку уже через несколько мгновений, мы приглушим свет, и вы останетесь наедине с этими потрясающими волшебными звуками и наедине со всем тем, что родится в ваших сердцах благодаря этим звукам. Позвольте себе сегодня все это почувствовать и рассмотреть. Отнеситесь к этой музыке как к драгоценным ювелирным украшениям, которые заждались своего часа и которые только и ждут, чтобы кто-то приоткрыл шкатулку и кто-то рассмотрел их очень внимательно. А исполнять эти жемчужины романтического искусства будет поистине уникальный дуэт, услышать который здесь, на этой сцене, большая редкость и удача. Итак, Иоганнес Брамс «Любовная песнь». На сцене генеральный директор Национального симфонического оркестра, народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Артур Назиуллин и главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Дмитрий Крюков.
Вздыхая темной ночью. Как ты прекрасна, моя королева! Тайна.
Серенада. Отчаяние.
О, знал бы я обратный путь. Я видел сон.
Феликс Мендельсон являлся без сомнений одним из самых ярких, популярных и гениальных композиторов своего времени. А прославился он среди современников своими сочинениями для голоса. Особенно популярными были многие его песни, и авторам они предназначались для исполнения под открытым небом. Век романтизма диктовал свои правила. Мендельсон писал для голоса просто и благородно. Его идеалом была народная песня, и он был очень любим своими современниками. А вот песни без слов – это особенный и созданный Мендельсоном жанр для фортепиано. Композитор добивался, чтобы, подобно человеческому голосу, инструмент под пальцами исполнителя пел и рассказывал о самых глубоких человеческих чувствах. Это отличало его подход от современных композиторов, которые делали ставку прежде всего на технические возможности инструмента. Так же, как и Брамс, Мендельсон первую из своих песен без слов написал, будучи 20-летним юношей, находящимся в начале своего творческого пути и впечатленным поездками по Италии и Швейцарии. Последнюю же песню без слов он завершил всего за 2 года до своей смерти. 8 тетрадей, 48 пьес. Этой идее композитор посвятил всю свою жизнь. Музыка Мендельсона пленяла современников легкостью восприятия и одновременной глубиной чувств. В этих миниатюрах, отмеченных печатью артистизма, аристократизма и благородства, раскрыт душевный мир самого композитора. От вокального жанра Мендельсон берет экспрессию человеческого голоса со всеми его тончайшими нюансами, оттенками и тембровым богатством. А еще перенимает способность откликаться на мельчайшее движение жизни. Независимо от того, чем вызвана та или иная эмоция, красотой или внешнего мира, или состоянием собственной души, и по сей день песни без слов неизменно касаются сердец слушателей. Феликс Мендельсон. Избранные песни без слов. На сцене Артур Назиуллин и Дмитрий Крюков.
Имя Сергея Васильевича Рахманинова неотделимо от самого понятия «русская музыка». Ярчайший представитель национальной традиции, при этом он близок и понятен слушателям со всего мира. Оригинальный музыкальный язык, возникший на пересечении профессиональной, народной и духовной традиций, своеобразие фортепианной фактуры, блеск оркестровых и хоровых партитур – все это обеспечило Рахманинову одно из ведущих мест в истории мировой музыки. Среди монументальных симфонических полотен в творческой биографии Сергея Рахманинова нашлось место и камерным сочинениям. И хотя композитор не проявлял большого интереса к камерному инструментальному ансамблю, те немногие произведения, написанные в этом жанре, поистине можно назвать жемчужинами рахманиновского творчества. Таковой является соната для виолончели с фортепиано. Произведение зрелое и уравновешенное, но проникнутое воодушевленным лирическим порывом и искренностью чувств. Музыкальная ткань этого сочинения постоянно находится в движении и словно дышит, напоминая привольную, от души льющуюся песню среди широких природных просторов. В завершение нашего сегодняшнего вечера Сергей Рахманинов, анданте из сонаты для виолончели с фортепиано в переложении для кларнета с фортепиано. На сцене Артур Назиуллин и Дмитрий Крюков.
Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что провели с нами этот теплый вечер романтической музыки и приглашаем вас на 4-й зимний фестиваль, посвященный 150-летию великого русского композитора Александра Николаевича Скрябина. С 1 по 22 декабря в концертном зале «Башкортостан» состоятся 4 концерта, на которых Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением главного дирижера Дмитрия Крюкова исполнит все симфонические произведения Александра Скрябина. Билеты можно приобрести на сайте nsorb.com. Благодарим вас за этот вечер. До новых встреч на наших концертах.